Ситуацию в городе оценила и депутат Госдумы России Ольга Савастьянова. В эти дни она работала в Усинске и попутно заехала в Вуктыл. Подробности у Ольги Коняевой. Ситуация с теплоснабжением в Вуктыле уже не критичная, но на сетях то и дело аварии, а потому Вуктыл, а главное ремонтные бригады в режиме повышенной готовности. Местная котельная в частных руках физически и морально устарела, да и теплосети поизносились. Но и управляющие компании не дорабатывают, объясняет Ольге Савастьяновой, директор коммунального предприятия. Мол, часть домов к зиме не промыли, в них и холодно. Сейчас управляющие компании после всей шумихи начали работу проводить. Посмотрите, что в подвалах творится. А я себя ответственность не снимаю. Тут коллективная работа нужна. Одно из решений – строительство новой модульной котельной. Но пока этот вариант финансово не подкреплен. А потому в планах предприятия к следующему отопительному сезону замена одного котла. Сейчас работают два, третий резервный. В таком режиме до минус 30 на улице. В домах отопление и горячая вода будут в норме, говорит директор. Но не в аномальные морозы. Хоть меня и просят запустить 3 котла, но как я могу запустить, эксперимент провести? Вот как резервный стоит, да? Да, он в резерве стоит. Например, второй у меня сломался, я перехожу там на другой котел. А так вот если я запущу... Все 3, да? Да, если все 3. А если сети не выдержат, вот тогда будет чрезвычайно происшествие. Социальные учреждения города, там везде тепло на сегодняшний день. Я хочу отметить, что администрацией достаточно оперативно были приняты решения для того, чтобы ситуацию поправить. На сегодняшний день еще сохраняется ряд домов. Вот вчера это было 4 дома, где недостаточная температура была. И проблемы сами по себе, почему это произошло, они, конечно, серьезные, но есть на сегодняшний день понимание, каким образом это решить. Обязательный пункт рабочей поездки депутата – социальные учреждения. Разговор с медиками на серьезные темы. Паллиативная помощь, телемедицина, оплата труда сотрудникам бюджетной сферы, лекарственное обеспечение. Сейчас Государственная Дума рассматривает поправки, направленные на снижение стоимости медикаментов. Каким образом снизить? Потому что у нас все-таки очень много монопольных фирм. И прямо законом прописано в части ограничения конкуренции, в части бонусов. Вот мы посмотрели, что в ряде лекарственных препаратов бонусная часть там составляла до 39%. Это, конечно, очень большие. Вот она сейчас как бы тоже существенно снижена. Второй очень важный для нас вопрос – это качество и разнообразие. И в аптеках. С середины февраля в Вуктыле началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь для лиц старше 60 и с тяжелой сопутствующей патологией. Следующая запись в марте. Для сельских жителей организуют отдельный прием. То есть режим ожидания не такой большой? Ну да, то есть у нас ажиотаж прямо максимум огромный. В детской поликлинике в 2020 году внедрили новую модель работы. Условия пребывания теперь комфортные, запись электронная, очередей нет. В следующем году в рамках нацпроекта изменится и взрослая поликлиника. Пациент на время 8 часов 42 минуты. Пожалуйста, пройдите в кабинет. Разговор о реализации в Коми национальных проектов продолжился в школе Вуктыла. Здесь создан инновационный образовательный центр «Точка роста». Поставлено на высокий уровень и военно-патриотическое воспитание. Ведется поисковая работа, сбор материалов для книги памяти. Организовано шефство над ветеранами. С 1995 года работает историко-краеведческий музей и кружок Возрождения. Школа носит имя погибшего в Афганистане Геннадия Кравченко. Я вот когда начала работать, я первым делом стала приглашать ребят, рассказывать, что кто такой Геннадий Викторович Кравченко, что такое афганская война. Понимаете, многие дети у нас про это в принципе не знают, про Великую Отечественную войну знают все, а именно про локальные войны, где также погибали молодые, совершенно еще не обученные парни. Клубно-спортивный комплекс, детская художественная школа, центр социальной защиты населения. Каждая встреча – это возможность объективно оценить проблемы на местах и наладить обратную связь. Вопросы, предложения, инициативы часто ложатся в основу федеральных управленческих решений, законов или программ. В прошлом году к нам вышли с предложением о том, что необходимо увеличить количество бюджетных мест в вузах. И не просто в вузах, а в вузах региональных.
На 11 тысяч увеличили в прошлом году, 34 тысячи увеличения в этом году. Мы провели отдельно большое мероприятие «Лесной форум» в регионе. Внесены изменения в Лесной кодекс. Встречаясь с работниками в образовательных учреждениях, стоял вопрос о том, что надо поддержать классных руководителей. Сделали доплаты классным руководителям. По итогам поездки будет сформирован перечень вопросов и предложений, отметила Ольга Савастьянова, а позже будут озвучены и результаты их проработки. Ольга Коняева, Илья Пузанов, телеканал Юрган, Вуктыл.